Хайрлах Шамлар, добрый вечер на АТР Мусумслар, в студии ведущий мне Джипар. Осман Пашаев. Наша сегодняшняя гостья, наша же коллега Севгиль Мусаева, журналистка журнала Forbes. Для тех, кто не знает, это самое серьезное издание в мире. Журнал, который пишет о богатых. О том, как они сделали свои состояния, ну и часто делают расследования. По-моему, это первый в мире журнал, который делал еще 100 лет назад, да, рейтинг самых богатых людей. Да, абсолютно верно. Ну, не 100 лет, но 80 лет назад, я, насколько помню, да, вышел первый рейтинг, да. В Украине журнал уже работает? Ну, второй год, получается. В марте прошлого года вышел первый номер. И вот уже больше года. Как пришла в журнал? В журнал пришла из другого журнала. Из журнала «Власть денег». Я работала там долго, 2 года. Вела темы, связанные с ТЭК. Топливно-энергетический комплекс, промышленное производство, горно-металлургический комплекс. Ну, тяжелая индустрия, скажем так. Ну, индустрия вообще в целом. Это то, что называется такой серьезная журналистика. Это не сверкать, это много читать, это аналитика. Да. Приходилось очень много читать в свое время, когда только начинала. Что может заставить юную девушку вообще заняться этой темой там, в 22-23 года? Не поверите, мне было очень интересно просто. Потому что когда я пришла первый раз в информационное агентство, я начала работать в экономической тематике с информационного агентства «Экономические новости». И мне там, буквально с второго дня сказали, поручили написать маленькую заметку. Про вашего мальчика? Ну да, что-то вроде того. Про то, как НАК «Нафтогаз» собирается инвестировать в какие-то месторождения в Египте. Мне было очень сложно разобраться. И ни в чем мне так было не сложно. То есть банки, финансы, все так более-менее, там, фондовый рынок. Но вот в этой тематике мне было очень сложно. И поэтому я решила взять, если я разберусь в самом тяжелом, самым сложным, то мне будет легче дальше. То есть интерес родился сквозь терния. Да. Но по профессии журналист. Да. Насколько существует дефицит знаний после журналистики, вот, предположим, в области инженерии или... Ну, у нас был, когда мне тоже там задавали этот вопрос, у нас был курс экономики в институте. Но он, к сожалению, там 1 семестр длился, то есть этих знаний было недостаточно. Я очень хорошо помню, как я ездила на Петровку, покупала книжки по экономике, по нефтегазовому комплексу, все это читала взахлеб, очень много читала своих коллег, более взрослых, да, то есть там для меня сейчас коллеги, с которыми я общаюсь на равных, в свое время были... журналистики, кто, с твоей точки зрения? Гуру экономической журналистики, да. Ну, безусловно, Игорь Москалевич «Зеркало недели», Алла Еременко «Зеркало недели». Вот для меня это в общем, как и для всех Библия «Зеркало недели». Да? Типа политической журналистики Юлия Мостовая, Сергей Рахманин, до экономической Москалевич. Каким должен быть журналист Forbes? Какие требования у Forbes к репортерам, которые работают? Высокие. Ну, в первую очередь, это, конечно, работоспособность и трудоспособность, потому что приходится очень много работать, очень много нужно добывать информацию. То есть тут не просто ты узнал новость, написал, а для того, чтобы докопаться до истории какого-то, становления какого-то бизнесмена, ты должен провести целое расследование, вплоть до того, что найти его одноклассников, соседей по школьной партии, соседа по лестничной площадке, у меня были такие случаи, и докопаться, найти вот истину, потому что люди богатые, они не всегда хотят общаться с журналистами, и приходится по следам как-то вот их пытаться докопаться до того, что как они стали... Богатые люди в Украине не хотят говорить о себе? Или вообще это, я думаю, или что в Forbes, в целом... или... Хотя, наверное, все-таки, вот если сравнивать, да, подобных бизнесменов, то они более, наверное, открыты для общения с прессой, да, чем как правило, некоторые идут в публичность для того, чтобы защитить себя и свой капитал. Это есть способ. такое, да. Сейчас украинским бизнесменам надо быть публичным, особенно миллиардерам, миллионерам. Очень хороший вопрос. Вы знаете, в последнее время, общаясь с бизнесменами, да, там, умоляя их там, дать интервью, там, пообщаться, они все чаще говорят: извините, я не хочу, потому что ко мне завтра придет налоговая или там, послезавтра... Даже магия бренда Forbes не работает. У нас даже шутка есть по этому поводу, что... Какая? Рассказывай. Ну, по поводу того, что люди, которые попадают в Forbes, с ним потом приходит налоговая. Но это неправда. Мы на самом деле всегда защищаем интересы бизнеса, если этот бизнес работает честно, прозрачно. И там... Яркая история Форбса, который пришел в Россию, это история Пола Хлебникова, да, и его расследование о Березовском, а потом, я сейчас не связываю между собой две истории, для меня они тоже мало понятны, а потом его неожиданное убийство, но расследования были яркие у этого журналиста.
Делает ли сейчас что-то подобное и собирается сделать подобные расследования Forbes Украина? Стоят ли такие задачи, таких жестких и серьезных расследований? Ну, мы стараемся. Пока у нас не было судебных исков, и, собственно говоря, наверное, это тоже о чем-то. Ну, то есть, Но что вы, Севгиль, вот в своей работе считаете сложным и таким, или опасным даже расследованием, которое было проведено? вот Не из только того, вами, а что- может быть вашей командой вот за этот год, который Forbes. Ну, все мы, конечно, стараемся докопаться до истины, да, там, когда вот выглядит публичная история какого-то одного из бизнесменов, например, вот так вот, как ее подают пресс-секретари, его пиарщики, да, но это не всегда так, как оно выглядит, как оно пытается. Поэтому мы стараемся, я же говорю, общаться с людьми, пытаться выяснить у них какие-то вот подробности жизни. Есть цензура в Forbes? Нет. То есть любое расследование выдается на гора, каким бы оно ни было. В плюсе, в минусе для бизнесмена. То есть капитал, который стоит за этим человеком, и бизнес — это жесткая среда. Насколько приходилось сталкиваться, предположим, с прямыми угрозами? Было такое? Ну, с прямыми угрозами нет, но там, с Опосередкованными? попытками, да, конечно, были такие попытки. Попытки Немножко влиять на ту повлиять, информацию. да, на, Что там, на ж, меня. Чего не хотелось тем людям, с которыми общались, чтобы вышло на странице? Ну, потому что у нас, Что именно? к сожалению, какая информация? Ну, информация о раскрытии собственников компании, например. Там, один человек числится в собственниках, в процессе расследования, да, мы выяснили, что там есть еще собственники, собственно. Какие-то, как бы у всех бизнесменов, ну, не у всех, конечно, но у многих бизнесменов есть там шлейф, который тянется за ними, там, каких-то ошибок молодости, например. Не секрет, что многие люди из бизнеса приходят в политику. Это защита капитала, как считаешь? Приходили для того, чтобы защищать свой капитал, да, безусловно. И я думаю, что там парламентские выборы 2012 года у нас опять будут представители бизнеса в парламенте. Но сейчас они приходят там с целью защитить капитал, вот не знаю насколько, но с целью иметь свое влияние, да, своих депутатов, которые смогли бы как-то лоббировать их интересы или торговаться там, относительно принятия каких-то законопроектов, безусловно. Севгиль, в эпоху Кучмы считалось, что, ну, в принципе, бал правят сами олигархи, которые выросли же в то время, в 90-е. Сейчас говорят по-другому, что сейчас в стране один хозяин, и олигархи также подчинены полностью ему. То есть власть олигархов, капиталистов, да, которых пишет Forbes, она действительно вот подмята, у них остались только деньги и капиталы. Ну, я бы так не сказала, учитывая то, какими темпами идет приватизация энергетических компаний в стране, да, то есть, ну, понятно, в чью пользу Рената Ахметова, да, например, да, то есть, или как те или иные решения принимаются в пользу тех или иных финансово-промышленных групп. Но, безусловно, то, что власть стала сильнее по сравнению с тем, что было как бы во времена Ющенко, ну, это однозначно. То есть это не власть олигархов сейчас? Это власть и олигархи, которые ей близки. Вот перед эфиром вы сказали о том, что, ну, что писать о электроэнергетике, там все ясно, один собственник. А что писать о газовом рынке, который вам интересен, да, о котором вы пишете? Там же тоже, по-моему, интересы одной группы газовом представлены, рынке, да? наоборот, очень достаточно интересен. Это вообще один из самых закрытых секторов экономики. Да. Простой пример, например, одна из крупнейших газодобывающих компаний в стране, нефтегазодобыча, до последнего времени даже никто не знал, кому она принадлежит. То есть, там, связывали с кем-то. Я в октябре писала материал об этой компании, и, собственно говоря, там, в процессе расследования выяснилось, что компания до сих пор числится за Нестором Шуфричем, народным депутатом, бывшим народным депутатом, бывшим министром чрезвычайных ситуаций. И ныне в РНБО чиновником Да, сейчас в СНБО. И Николаем Брудьковским тоже. То есть они до сих пор партнеры по бизнесу? Да, они до сих пор партнеры. Это полтавские вышки, да? Вот, Да, те самые, которые там в свое время числились за матерью Шуфрича, потом их якобы продали. И Нестор Иванович делал все возможное, чтобы там как-то от этого бизнеса там, немножко отойти, да, в том плане, что я к этому не имею никакого отношения, да, откреститься. Но вот мы написали материал,
поскольку компания, да, одна из самых крупнейших в стране. И Второй год Forbes составляет рейтинг самых богатых Да. людей. Новички наверняка есть. вот, кстати, вот в этом году среди 19 новичков нынешнего рейтинга Forbes оказался Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, которые они в прошлом миллиардеры, году... да? Миллиардеры. Нет, они миллионеры. Вот мы просто посчитали стоимость компании нефтегаздобычи, разделили там, их доли поровну, и они вошли. Вау, миллионеры сколько должно быть миллионов, чтобы попасть? Или, или Ну, просто сотни в определяется? этом году у нас проходной, Проходной балл? балл, да. Проходной миллион. Да, проходной миллион был 93 миллиона. 93 миллиона долларов Да. для того, чтобы попасть в сотню. На сотню богатых людей. Да. Писать о богатых людях интересно. Не хотелось самой как-то к этой гильдии, касте как-то приобщаться не только через статьи, но и, возможно, Через свой замужество, бизнес. да? Ну, кстати, Нет. Севгиль, по-моему, еще Нет, не не замужняя, да? Ну, касательно вот хочу ли я себя попробовать в бизнесе, да, у меня были такие мысли, пока не знаю, То есть пока ты их никак не оформила. пока их не оформила, но, может быть, там со временем мне захочется что-то собственное. Да, у Какой меня бы были это отрасль соображения могло свои. бы быть, например? Ам, Если честно, я вообще мечтаю о своем ресторане. Крымско-татарский? Да, да, Серьезно? крымско-татарский В ресторан. Киеве? Да, в Киеве. Кстати, а Есть крымские один, татары но попадали почти- вот в рейтинг Форбса? Ну, рейтинг Forbes нет, пока не выпадали. Не было. Не То было. есть, пока Есть один тогда есть на первом месте. один, просто татарин Ренат Ахметов, да, миллиардер. То есть среди крымских татар нет людей, которые перешагнули барьер в 93 Нет. миллиона долларов. Ну, или пока мы о них не знаем. Ну, Вы их не посчитали Да, мы еще? их не посчитали, но будем стараться. Всегда Возможно, есть они к чему в тени, стремиться. как да. обычно. Да. Меня всегда интересовало, какова методика вот подсчета, как это происходит. Потому что если почитать вас, там фокус на это делал, да, и впрост польский, то иногда очень разнились данные, и поэтому вот интересно, методика Форбса, понятна ли она вам, и можно ли ее вот на пальцах объяснить людям, которые не работают в Форбсе, как это делается? К сожалению, вот методика это как бы как своя коммерческая тайна, но могу сказать вот один простой критерий подсчета, да, рейтинга о том, что человек, да, вот бизнесмен может выручить, если он завтра решит продать свой бизнес. И поэтому вот по этому критерию, например, да, некоторые бизнесмены там не попадают или мы их недооцениваем, потому что... Но для того, чтобы это понять, вы же не пишете в интернете, продаю бизнес там сейчас Нет, мы Порошенко, да, и считаем вообще? стоимость активов, Ликвиды. да, по мультипликаторам, общаясь при этом с инвестиционными аналитиками, узнавая суммы сделок, которые там происходили в прошлые Какая годы. инвестиционная среда сейчас? Высокие политические риски? Безусловно. Безусловно, и мне кажется, любой бизнесмен вам об этом скажет. Какие инвесторы, возможно, самые... Ну вот даже если сравнивать европейский бизнес и украинский, разница существенная. Уровень коррупции в Украине очень высокий. Да даже сравнивать, если российский бизнес и украинский, то Вот, кстати, это украинский очень- бизнесмен скорее откроет производство свое в России, чем в Украине, потому что ему нужно для того, чтобы открыть свой бизнес в Украине, через столько кабинетов пройти, ну, То есть бюрократия. разрешительная система Да, гораздо более... очень-очень сложно. А в России это легче. В России легче, потому что там между губернаторами областей идет борьба, кто приведет себе инвестора круче. А наши губернаторы думают над тем, сколько бы себе... Но мы, кстати, вот очень часто приходим к тому, что, возможно, в Украине можно было бы приобщиться к грузинской модели. Да, то есть Да, это полный я абсолютно либерализм. с этим согласна. То есть Потому что у нас, к сожалению, очень много внимания в стране уделяется вопросам языка. Это вторичные Да, вопросы, да, да? да. Нет, это, конечно, важные вопросы, но эти вопросы, они сейчас очень спекулятивны. Ими спекулируют политики. И вот за этим скрывается на самом деле очень большая потребность в том, что просто у людей были какие-то рабочие места, да, то есть вот есть запрос в обществе на сильных управленцев, на людей, которые бы смогли обеспечить людей рабочими местами. Людям не обязательно, да, там говорить, вот учи украинский язык, русский, вот твоя государственность. Если им дадут где работать, да, то завтра они будут задумываться над тем, что они будут гордиться этой страной, и у них даже не будет стоять вопрос о том, на каком языке разговаривать. Кстати, у меня сразу вопрос этот, из спекулятивных. Почему Forbes украинский на русском? Хорошо. Ну вот, к сожалению, да, вот в нашей стране очень сложно открыть журнал, да, на украинском языке, чтобы он был прибыльным.
Ну, мне есть кажется, это какой-нибудь Космополитен, наверное, да, но Forbes бы читали, даже если бы он был на западноукраинском Были диалекте. проекты на украинском языке, но в НАР, но, к сожалению, они не окупились. Ну, это, наверное, не ко мне вопрос, а больше к нашему собственнику, почему именно на русском языке выходит. И вот когда вышла обложка с Зеленским, вы помните, наверное, вам тоже много говорили, что, наверное, то ли Форбсу в Украине не о ком писать, не та среда, то ли, Зеленский шоумен, да, и, наверное, много зарабатывающий, но не самый богатый, наверное, да, из звезд в Ну, Украине. почему? Он И сделал свое состояние на юморе, да, то есть это тоже нужно уметь, как бы, поэтому и написали, тем более это был новогодний номер, и людям, наверное, хотелось бы что-то такого интересного, веселого почитать, поэтому... То есть можно представить себе, я просто плохо знаю, на американский или русский Forbes тоже попадают юмористы? Бывает, конечно, рейтинг Forbes в прошлом году, российский Forbes поставлял рейтинг звезд российской эстрады. Майская обложка украинского Forbes — это ребята до 25 лет, которые построили свой бизнес. Да. То есть, Это вот много таких у нас, которые капитал у них какой? До миллиона, да? Или больше миллиона? Нет, мы на самом деле не ставили себе критерий миллион, потому что на самом деле этих ребят было очень сложно найти. Во-первых, да, как бы... И сколько у нас таких? До 25? Ну, мы составляли свою как бы семерку, 7 проектов, да, которые вот выбрали, решили написать о молодых бизнесменах. И на чем молодые люди сделали деньги? Ну, как ни странно, это IT-сфера, интернет. Ну, есть интересные проекты, там, например, у одного из мальчиков своя фабрика по пошиву одежды в Луганске. То есть тоже можно отдать должное. Сейчас, в эти годы, уже реально стать миллиардером? Вот так вот выйти, сразу попасть в высшую лигу? Или задел должен был сделан быть в 90-х обязательно? Многие так считают, что на самом деле сейчас уже не то время, да, как бы, когда можно было капитал так быстро сколотить, да, там, за какие-то считанные годы, потому что ГОКи приватизировали, там крупные объекты тоже приватизированы. Но я считаю, что есть отрасли, да, которые еще не освоены, да, там, в которых мало проектов и например, за которыми будущее. Какие рынки открыты? На тот же IT, мусоропереработка, например, экология, в частности. Я думаю, что это те отрасли, в которых можно будет зарабатывать большие деньги. Например, каким образом на мусоре можно будет заработать Ну, большие не секрет, деньги? что у нас вообще как бы в стране с этим все сложно, да, и есть проекты там мусоросжигающих заводов, мусороперерабатывающих заводов. Насколько мне известно, собирались австрийцы и немцы заходить на украинский рынок, не пускают. В чем момент? Почему не пускают? Ну, это, наверное, не ко мне вопрос, это вопрос к Николаю Яновичу Азарову. Я догадываюсь, да, что там, наверное, Какая-то почему монополия Давай о Икея, догадках. Вот давай почему Икея, например, до сих пор, потому что очень высокие риски, да. Икея, Да. шведский производитель мебели, да, Да, известный. да. А он То не есть зашел в это Украину, потому бренд, что... вот, я видела в Фейсбуке опрос недавно, да, что как бы номер один бренд, которых не хватает в Украине, да, отвечали пользователи Фейсбука, это Икея. И в 2004 году представители Икеи приезжали на переговоры с Леонидом. Так вроде как и земля уже была. Да, ну, Так Потому почему что я догадки? слышала- Вот я хочу от Силы услышать оценку. коррупция в стране. Потому Ну, что это я тоже, слышала наверное, не секрет. такую догадку, что вроде бы этот человек очень принципиальный, владелец Икеи, и он Он уже в принципиально не возрасте. платит взятки, да. Да, и вот когда попросили у него взятку, он отказался от этого. Нет, это был не вопрос. Это не. Кроме Икеи, кроме западных инвестиций, вот быстрые деньги сейчас, делаются ли они? Или вот надо быть просто вот фирташем, чтобы неожиданно там Быстрые стать деньги. миллиардером? Ну да, можно сделать быстрые деньги, продав буровые вышки на 150 миллионов дороже. Нет, это Купив, вернее. как в мультфильме Катя Матроскин, да? Для того, чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное Да, сначала. да. И там, при этом заработав... Ну, это я описываю историю годичной давности, да, когда НАК «Нафтогаз», ну, это моя больная тема вообще, компания НАК «Нафтогаз», поскольку я считаю ее оплотом коррупции в стране, да, как бы черная дыра бюджета, которая... И там в свое время тоже много писала об этом. И когда в прошлом году НАК «Нафтогаз» купил платформы, да, там буровые вышки для... За 400 за 400 миллионов долларов, при да. том, что как бы сингапурский производитель ее продал за 250 миллионов, но потом как бы через офшоры ее купили на 150 миллионов дороже. И где сейчас деньги, никто Где не знает. 150 миллионов, да? Хотите Да. спросить? И человек по имени Бойко не может дать на это ответ? Да, он как-то говорит,
Какие вышки? Ну, ни один чиновник НАК «Нафтогаза» не был уволен, ни один чиновник Черноморнефтегаза не был уволен. Все как бы на своих местах. Вышка Хотя бы просто для показательной порки могли бы, да, кого-то там сказать, вот ты виноват. Ну, зато есть разбирательство с газетой «Зеркало недели», которая первая написала об этом, а потом Юрий Анатольевич Бойко там, в комментарии журналистам сказал, что это заказуха, и мы разберемся, и все это сделаем для того, чтобы приостановить работы на Черноморском, на Прикиршевском участке. О, ну тогда и ближе к теме. Вот здесь у нас тоже активно развивается такой вид энергетики, как солнечная энергетика. Да. Active Solar. Да, и все Небезызвестная компания Active Solar, разные которую солары, связывают с братьями братьями Клюевыми, да. да, с их австрийскими инвестициями. Это вот что можно сказать об этом рынке? Это ветроэнергетика, безусловно, там, в Крыму и солнечная, перспективно, да. Но в прошлом году, даже когда работая в журнале «Глаз денег», я писала там свое расследование по видам альтернативной энергетики. Я как бы вот тоже мне это все нравится. Я в свое время даже в конкурсе выигрывала там тему актуальная тема энергоэффективности, энергосбережения. В принципе, я за это. Но, как бы, учитывая вот ветроэнергетические проекты в Крыму, когда вот я начала свое расследование, я поняла, что компаниям отведены уже участки на бесценной крымской земле, а никто их осваивать как бы не собирается, никто ветряки ставить не собирается, то есть просто застолбили за собой землю, да, которую там можно будет продать потом, не знаю, построить там коттеджные городки, как это у нас бывает, да. То есть не будет там ветроэлектростанции? Я не могу сказать, что не будет, но пока вот сколько лет уже прошло, и сколько лет говорят, что ветроэнергетика — это будущее Крыма, ну, как бы вот в реализованных проектах, к сожалению, Я понимаю, очень что мало. земля немножко не твой профиль, но как считаешь, земельный рынок, какие тенденции на земельном рынке будут происходить? То есть будет ли снят запрет? На Мораторий, приватизацию? Да. Я тоже в июле мы писали материал на эту тему, и я ездила в село Хмельницкой области, общалась с бабушками, да, которые там сдают эту землю, да, в аренду, и получают, паи, свои, там, как бы, там, государство в свое время там дало, да, бабушке 4 гектара земли, она самостоятельно их обрабатывать не может, и поэтому отдает их. И когда я увидела, что люди действительно благодарны тому собственнику, который просто привозит хлеб, тут он расплачивается за пей, там, хлебобулочными изделиями, там, зерном. Но это такой уже спекулятив. Мне настолько стало жалко этих людей, да, которые вот там свою жизнь проработали там 50 лет в колхозе, и вот сейчас получают там хлебобулочные изделия, и это для них, они портрет этого человека, да, этого бизнесмена, ставят себе на телевизор открытку от него, потому что он их обеспечивает. Икона и рядом... Да, ну что-то вроде того. А вот что касается олигархов, у олигархов это земля в аренде, они прекрасно пользуются, и зачем им рынок земли? То есть нужно снимать с этой Да, точки зрения? я считаю, что да, нужно. А последнее ваше интересное расследование в Forbes, Сергей, мне показала, и мне я его вчера буквально прочитал. Это не последнее, это одно из одно последних, да, это о тех угольных, да, мы назовем Coal их, energy. угольных олигархах, миллионерах, да, которые вели на своих предприятиях очень такую жесткую этику, скажем, православного хозяйствования. Православного хозяйствования, корпоративная где культура. работа начинается с обязательных у некоторых там православных служб. И, ну, это не только тенденция для нашей страны там, в православных кругах. То есть это что? Это элемент управления, вот религия как элемент управления массой. Ваша оценка вот таких инструментов ведения бизнеса? Либо за этим мне было, во-первых, очень безумно интересно писать этот материал, потому что вот я когда поездила по этим депрессивным городкам, да, которые вот держатся на одном предприятии, увидела этих людей, вот ездила специально в этих маршрутках с бабушками, там, которые мне жаловались на жизнь, о том, какой Янукович плохой президент, и что вот они за него голосовали, и он их разочаровал. И когда вот там шахтеры, ну вот честно, вот, это единственное, вот, во что они могут верить, это вот в Бога, то, что они сегодня придут на предприятие, с ними ничего не случится. И поэтому, в принципе, я как бы понимаю, почему там некоторые шахтеры мне сами рассказывали, что они приходили к Виктору Вишневецкому. Это сверхопасная среда. Да, это сверхопасная среда. И учитывая, как соблюдается техника безопасности на угольных предприятиях, я очень хорошо понимаю этих людей. Да? То есть они каждый раз спускаются там под землю и чуть ли не в последний раз там, да, и прощаются со своими близкими. А по-другому никак. А на этих религиозных предприятиях как соблюдается техника безопасности? Или вот проще вложить деньги в религию, чем в технику безопасности? Построить храм, чем технику безопасности? Нет, там соблюдается, там вкладываются средства в это, да, то есть как-то,
здесь еще такой вот есть фактор, как пресловутый человеческий, да, поскольку все мы люди, да, и там элементарно от человека зависит, соблюдает он там правила техники безопасности или нет. Может быть, он со спичками спустился в шахту, хотя я считаю, что руководство предприятия должно проверять, да, там, перед тем, как перед спуском, да, как бы, есть ли какие-то воспламеняющиеся предметы. В частных компаниях, ну, поскольку от этого зависит, там, ну, поскольку вот Coal Energy — это публичная компания, акции которой котируются на Варшавской фондовой бирже. Когда они IPO свои разместили? Это было в августе прошлого года, да, то есть, ну, очень удачное IPO, да, публичное размещение. И потеряла мысль. То техника безопасности соблюдается. То есть, поскольку, да, это сейчас, не только да. вклад в религию, как в элемент управления. Да. Техника безопасности соблюдается, поскольку инвесторы, да, они тоже на это очень обращают внимание, потому что соблюдение техники безопасности автоматически за собой влечет увеличение там, производственных показателей, а производственные показатели — это, естественно, как бы прямая связь с прибылью, да, и доходом как бы, компании. И поэтому им это нужно. А вот что касается государственных предприятий, то там намного хуже, потому что есть такие компании, как мы их называем, бабочки, да, там однодневки, которые поставляют шахтное оборудование на эти компании. Тендеры проходят очень непрозрачно, шахтное оборудование покупается втридорого, да, очень некачественно, и в итоге кто страдает, страдает при обычные Тимошенко, люди. да, было принято решение не покупать ни килограмма угля от У частных компаний, да. Но это, конечно, не знаю, как... Ну, я помню тогда, когда это решение принималось, я ходила, вообще не понимала, как так можно, да, то есть, ну, я понимаю, конечно, что государственные предприятия находились в очень сложной ситуации, да, это был разгар кризиса, но, тем не менее, вот, как бы, в такие условия ставить частный капитал, да, который там поставляет свой уголь на государственные шахты, тоже нельзя, наверное. Тоже упомянула Тимошенко как специалисту по ТЭК. Вот этот договор российско-украинский, на твой взгляд, его можно вменять в рамках уголовного кодекса, или все-таки этот договор такой, каким его могла предложить Россия и на какие условия могла пойти Украина? Знаете, вот как бы вспоминая об этом, да, тоже в свое время очень много общалась с участниками этого переговорного процесса, с министрами, которые в тот момент присутствовали, да, при переговорах. И нужно понимать, да, в каких условиях все это подписывалось, то есть какое было давление со стороны Европы, да, которая сидела там и ждала, что вот договорятся или не договорятся. Было сумасшедшее давление Евросоюза, да, и других стран, да, поскольку, ну, это очень большая ответственность. Там, вы не выполняете функцию транзитера, вы не надежны. А если коротко дать оценку? Да. То есть, могло бы ли быть иначе? Хотя история не терпит сослагательных наклонений. Да, только хотела сказать об этом. Возможно, я не могу сказать там как бы точно, да. То есть это не личностный фактор, а все-таки среда? Среда, безусловно, потому что, говорю, там, еще нужно учитывать, какая ситуация в то время была в Украине, да, когда уже начинали потихоньку выключать химические предприятия от газа, да, то есть и там у нас Буялчевские были вот как в 2006 году, да, там, в каждом втором городе. Но это было просто сумасшедшее давление, в котором просто не подписать, да, соглашение, наверное, было очень тяжело, там, взять на себя ответственность, как бы, и в итоге Россия тоже очень хорошо спекулирует своими интересами, да, то есть там вот всеми этими вопросами. И как раз каждый год, когда вот происходит эта ситуация, обычно температурный столбик там снижается до минус 10 градусов. То есть, ну, хотите, не хотите, давайте договаривайтесь, да. Вот у меня еще... Я хотела про газ все-таки. Да. Вот у Украины как у транзитного государства, да, то сейчас есть проекты, которые строят, выкладывают трубы в обход Украине, да. То есть какая максимально лучшая стратегия для Украины в этой ситуации? То есть, если говорить о конъюнктуре внешней? Уметь выгодно продавать свою, ну, то есть выгодно продавать свое реноме транзитера, да, то есть надежного транзитера, пытаться договориться, ну, сейчас, конечно, все, ни для кого не секрет, что идут вопросы там, о сдаче там, ГТС, да, там, России в обмен на скидку на газ. То есть труба будет отдана России, украинская? Да. Ну, я так смотрю на эту ситуацию, уже там столько времени проходит, там Янукович ездит на переговоры, потом Азаров едет на переговоры, все никак не могут договориться. Ну, я думаю, что рано или поздно, наверное, придется, потому что ГТС в состоянии, и северный сосед давит как бы всей своей. А переговоры по траншу МВФ
Сейчас они приостановлены, если я не Да. ошибаюсь. Нужен вообще, потому что Азаров говорил, что мы и без кредита можем обойтись. Не знаю, ну, наверное, до парламентских выборов, наверное, Пока как-то нет. протянем. На чем? На печатном станке? Ну, придется доставать деньги с офшоров. Ну, А как бы дальше? это. Вот. А дальше сложнее, вот, потому что есть надежда на Евро-2012, то, что люди, Которые будут могут отдыхать, сейчас да, будут все бойкотировать, да, привозить валюту, да, как-то, да, потом на парламентскую кампанию, потому что, ну, как-то портить свою репутацию накануне парламентских выборов да, как-то никому не выгодно, да. И, А потом опять кризис. ну, вам, наверное, любой экономист об этом скажет. То есть все ожидают, ну, будем крепиться. Обещают вторую волну, там, третью волну, уже какая там, четвертая волна кризиса. Вот такие неутешительные прогнозы от Севгиль Мусаевой. Последний вопрос. Вот твоя оценка того, что какая система экономических взаимоотношений? Это капитализм, то, в чем мы живем? Капитализм ли? Ну, все признаки капитализма наблюдаются, но пациент скорее жив, чем мертв, наверное, так правильно. То есть скорее капитализм. Да, скорее капитализм. Претензии на капитализм. Это была Севгиль Мусаева, репортер журнала Forbes, который пишет только о богатых людях и о том, как они сделали свое состояние. САУ. До следующей встречи.